Девушка, на камеру, пожалуйста, мне отказ. Вы отказываете мне продать салатик, да? Мы не имеем А на чем вы основываетесь? Вот все написано. Вот, пожалуйста. Где закон там написан? Покажите мне закон. Куриные вот это. Принесите мне закон. Так, это всего лишь... Винегрет Так, 400 сейчас грамм. я засниму ваш закон. 400. Так. Девушки называют эту картонку с буквами, называют законом. Хорошо. Давайте мне тогда закон. Вы всего лишь картоночку мне с буквами, девушка, предоставили. В законе должна быть печать, подпись. Вас как зовут? Меня зовут Игнатьева Елена Александровна. Елена Александровна, меня зовут Петр. На каком основании мне девушки не продают салатик? Я хочу кушать. Сентября введен масочный режим на территории. Да, а я и не На слышал. основании Роспотребнадзора мы просим покупателей одеть маски. Я даже не Потому что без слышал. маски мы не можем их А там какой-то приказ был, да? Да. Приказ, но это не закон. Но Закон покажите мне. Девушка сказала, что есть какой-то закон вышел, что какой-то масочный режим. со стороны Роспотребнадзора должны покупать российские. Роспотребнадзор — это законодательный орган. Мы принимаем от них приказ. Это законодательный орган, Без девушка. масок мы не имеем права. Девушка, вы понимаете, что вы сами нарушили себе закон? 426 статью Гражданского кодекса. Это закон не публичный противоречит договор. этой статье. Это закон, понимаете? Гражданский кодекс — это закон уже. Все понимаем. Он выше каких-то распоряжений, приказов и так далее, каких-то Роспотребнадзоров. Понимаете? Вы не имеете права не продать мне товар. Я сейчас зашел в этот магазин, совершил оферту, так, но вы отказываете мне. Мы вас отказываем вас в обслуживании. Я предупреждаю, что это нарушение КоАП 14.8.2. Вы навязываете мне какую-то дополнительную услугу. К приобретению товара вы навязываете мне ношение какой-то маски. Я не хочу носить маску. Хотя мы маски не Понимаете? И просим покинуть Вы, торговый зал. вы можете обслужить и должны, обязаны. Просто обязаны. Мы просим покинуть торговый Так. зал. Просите. А если я откажусь покинуть торговый зал, что вы предпримете? Я вызываю сотрудников полиции. Сотрудников на каком основании? То, что вы находитесь в торговом зале без маски. Так, это основание, да? Дальше. 417 постановление правительства, вы знаете? Вы обеспечите мне средством Пожалуйста, индивидуальной на входе защиты. есть торговые масочки. Торговые Это не масочки, это не выложены в масочки. торговом зале. Это не масочки, это не средства индивидуальной защиты органов дыхания. Это всего лишь гигиеническая маска. Она даже не является медицинской. Я уверен, что там нету даже сертификата на эту маску. Есть у нас документы. Сертификат на эту маску. Хорошо, пройдемте с вами, вы меня ознакомите. Согласны? Согласна. Я пришел в этот магазин уже второй раз. Первый раз у меня закончился, зарядка на телефоне закончилась. Сейчас пришел, чтобы свидетельство показали мне на эти маски, которые выдаются на входе. Я вам ведь не давала разрешения с меня. Мне не нужно ваше разрешение, можете на меня в суд подать. Не прикрывайтесь, пожалуйста. Я фиксирую нарушения. Я пришел, чтобы зафиксировать нарушение. Видео, фото снимают, так что... Ну вот, видите, без моего согласия они снимают. Мне ваше согласие не надо, вы должностное лицо. Вот. Вызвали сотрудников полиции. Вот сейчас будем решать. Вот сейчас будем разбираться. Сотрудники полиции представились, как положено. Участковый лейтенант Двоеглазый. Ну да, вы представились, я слышал, я знаю. Все, какой вопрос у вас? Так, у них какой-то вопрос ко мне. У меня нет, у вас были вопросы. Ну как? Вы вызвали сотрудников Я полиции. сказала, что будем Значит, разговаривать при присутствии. В их присутствии. Хорошо. Тогда предоставьте мне свидетельство на эти вот маски, якобы, которые вы даете на входе. Какое свидетельство надо? Сертификат, извиняюсь. Сертификат. Надо поточнее объяснять. Ну, хорошо, я немножко ошибся, я живой человек, иногда ошибаюсь. Пожалуйста, предоставьте. Вот, пожалуйста, все предоставлено. Так. В прошлый раз я сюда заходил, они предоставили, там ни одного слова
в этом сертификате, что это медицинские маски или средства индивидуальной защиты. Сейчас мы посмотрим. Покажите, пожалуйста, где написано, что Вот это... индивидуальная барьерная салфетка. Ага, посмотрите, пожалуйста. Салфетки индивидуальные, барьерные. Это называется средства индивидуальной защиты органов дыхания. Начнем вот распоряжение, да? Ну хорошо. Давайте с распоряжения начнем. А вы в конце посмотрите. Маска Мне, или средство, заменяющее маску? это не может быть средство, заменяющее маску. Потому что мы посмотрим. Так, читаем. Продукция. Изделия из нетканого материала, одноразового применения. Изделия из нетканого материала, так? Коврики, салфетки протирочные, скатерти, полотенца, подстилки, накидки, чехлы. Но самое интересное, ни одного, но тряпки написано, тряпки, пеленки. И получается, что на меня хотят надеть тряпку, и чтобы я еще не возмущался,